Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 1 ноября. 85 лет со дня основания Югостинский государственный университет удостоен высокой государственной награды Ордена Почета. Близится долгожданное новоселье на улице Героев. До конца 2017 года планируют создать в эксплуатацию около 125 квартир. Международный фестиваль-конкурс на творческом Олимпе. Представительницы из Южной Осетии заняли вторые места в номинации «Эстрадный вокал». Президент Анатолий Бибилов принял депутата Государственной Думы Российской Федерации Артура Таймазова и министра строительства и архитектуры РСУ Алания Русламбека Икаева. Обсуждаемые вопросы в репортаже Розы Тедеевой. В Южной Осетии всегда рады гостям, которые вносят весомый вклад в развитие отношений между двумя республиками. Этими словами президент Анатолий Бибилов начал встречу с депутатом Государственной Думы, трехкратным олимпийским чемпионом Артуром Таймазовым и министром строительства Республики Северная Осетия Алания, известным меценатом Русламбеком Икаевым. دوباره رسونی وجین آبتخه اینتگراسیون بسنه و جگن هاوشا قصته دورتر کنجستم شیوردگی شینردگی استیمان دم خورس قدیس کشه الخاص کدوم منه ایران آدم وانیل کودیس ابد دنیا وانیل من خاص کدوم شمی دوباره رسونه فسی بدن مراتور آوجن شمی من بروی میولم استمی قديل خستستم يو خستن ميسيو توب مستيدستم ما بجي جنودون ودرلم براجع الرخص كان جستم نبون كاوتو كيونغو هاو يونغور خوي جستم شمي أنا فاسي بد كراجيم ما خص كانوي كراجيم بروي كراجيم يعني أخصتن وجه في دارك درلك توينا هاوشن مرخوي دميدك وأنا كان جستم شيء در نقدم أنا فنتا Артур Таймазов тесно знаком с проблемами молодежи, поэтому поддержал идею президента провести общие мероприятия представителей молодежи двух частей Осетии. Президент предложил обсудить этот вопрос и определиться с датой проведения встречи молодежи. Анатолий Бибилов также поздравил от имени народа Южной Осетии Русламбека Икаева с очередной государственной наградой. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени его наградил президент Российской Федерации Владимир Путин. داكستم دخيشن صاركوتا صاركوكوتنا هذه إرنس دوا نفسنا فلا مخندر كدير السنة من نفط مدن اشترار فتكنا مخينو ميدر خيشادنو ميدر آدمنو ميدر استيل خصاري السنة بيلا بابا كوت كوتي أنا نجد لكوت كنس شم ورت سبورت خبرن شم رنشن سبلت خبرن مدني تخشتر بزنك استيل ورسای پریزیدنت وشه آرخویدن کستن کیسار کودتون ویوچگن اشترشه مدیسون قطب مدنوج دلوفن کنن. В свою очередь Русламбек Икаев выразил готовность по мере возможности оказывать поддержку руководству и народу Южной Осетии. شما فانتاسی خواست و بیرا پلانتا میسم فرسوز دیگه امکانستم فرس ماجستم مثلا کتابازن قراری ماشمای ابو فکرسن که ما فکرستم. Глава государства вручил гостям памятные серебряные монеты с изображением святых мест Южной Осетии. Роза Тедеева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.
Юго-Остинскому государственному университету имени Александра Тибилова 85 лет со дня основания. Некогда педагогический институт, сейчас единственное высшее учебное заведение республики. На торжественном мероприятии в честь юбилея вуза Юго-Остинский государственный университет удостоен высокой государственной награды Ордена Почета. Кроме того, ряду преподавателей вручены государственные награды. В начале мероприятия с приветственным словом ко всем присутствующим обратился ректор вуза Вадим Тедеев. Он поздравил профессорско-преподавательский состав и студентов с праздником. Вспомнил историю Юго-Остинского государственного университета, его основателя Александра Тибилова и преподавателей, которые стояли у истоков университета. Я хочу сказать слова благодарности президенту республики Анатолию Ильичу Бибилову. В некотором недомогании все равно нашел силы, чтобы присутствовать с нами вместе, и чтобы мы сегодня вместе праздновали прекрасный праздник 85-летия со дня основания нашего университета. Выступая на торжественном собрании, президент республики Анатолий Бибилов отметил достижения университета. Он сказал, что функционирование Юго-Остинского университета связано со многими сферами жизнедеятельности республики. Важно, чтобы вуз выпускал действительно образованных людей, которые смогут дать импульс процессам развития республики. Багаж, который есть у университета, он просто огроменный. Без сомнения, вот именно факультеты осетинской филологии, истории, точной науки, мы должны придать какой-то новый импульс, что ли, чтобы именно эти направления начали существенное движение вперед. И я уверен, что нам с вами это удастся. Президент отметил вклад преподавателей и студентов ЮОГУ в дело обретения независимости Южной Осетии. Напомнил, как в ходе грузинской агрессии 1989 года студенты объединялись и создавали отряды самообороны, отстаивая территориальную целостность страны, защищая свой народ. Идея о том, что Южная Осетия должна быть в Российской Федерации, она зарождалась в стенах нашего Юго-Остинского института. Мы поняли, что на самом деле движение вперед может быть в единстве. В 1989 году, когда началась прямая агрессия Грузии, ведь именно студенты Юго-Остинского пединститута взяли в руки оружие, со студенческой скамьи взяли в руки оружие и отстаивали территориальную целостность, защищали народ Республики Южной Осетии. Студенты всегда давали тот импульс, который был необходим для развития любой республики, в принципе. Я искренне надеюсь, что вот это отношение молодежи, которое базируется на традициях, на примерах тех людей, которые, в принципе, прославляют нашу Осетию, которым мы гордимся, студенты, наши студенты будут продолжателями этих идей. Глава государства выразил благодарность профессорско-преподавательскому составу вуза за большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, нравственное и духовное воспитание молодежи. В связи с 85-летием со дня основания ЮОГУ был награжден государственной наградой, орденом почета, а ряду преподавателей президент вручил государственные награды. Наградить орденом почета Бестаева Бориса Ивановича, доцента кафедры теории и методики физического воспитания. Наградить орденом почета Плиева Гацера Гавриловича, заведующего кафедрой осетинской литературы, профессора. Присвоить почетное звание заслуженный работник Высшей школы Республики Южная Осетия Кочевой Жанне Герсановне, заведующей кафедрой экономики и предпринимательства, доценту. За вклад в становление Южной Осетии первому президенту Людвигу Чибирову присвоено звание почетного жителя города-героя Цхинвал. Памятные грамоты и денежные премии получили студенты и школьники, которые принимали участие в президентском конкурсе биографических сочинений «История Осетии» в биографиях ее героев. Бесаев Вадим Александрович, ученик 10 класса средней школы номер 2.
считаю необходимым такие мероприятия проводить уже на уровне республики и уже определять непосредственно победителей вот этих конкурсов по этим темам. И уже непосредственно поощрять тех, которые победят. Я думаю, что это очень необходимо в плане патриотического воспитания нашей молодежи. Поздравить Угостинский государственный университет с юбилеем приехали ректоры и сотрудники университетов из республик Северного Кавказа и ближнего зарубежья. Мероприятие продолжилось праздничным концертом. Зарина Кочева, Альдина Чехоева, Заурус Теф, Тамирлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. В пресс-центре «Спутник Южной Осетии» состоялась пресс-конференция нового руководителя агентства Виталия Раднаева, который приступил к исполнению своих обязанностей в октябре 2017 года. Новый глава поделился с представителями СМИ республики дальнейшими рабочими планами. Свой вопрос задала и наш корреспондент Марианна Чучьева. В пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник Южная Осетия» прошла пресс-конференция нового руководителя агентства Виталия Раднаева. В ходе беседы с представителями СМИ Виталий Раднаев рассказал немного о себе и поделился своими планами относительно изменений, которые он намерен привнести в работу информационного агентства «Спутник». По словам нового руководителя, сегодня ровно месяц, как он возглавил агентство. Окончив факультет журналистики МГУ имени Ломоносова в 2007 году, он начал свою профессиональную деятельность, будучи корреспондентом на ГТРК «Радио России». По своей карьере я работал в двух холдингах. Это ВГТРК и МИА России сегодня. На сегодня это два крупнейших холдинга в России. Самые большие, информационные, продвинутые. Многие, наверное, из вас знают. Женат, имею 2 детей. Супруга, надеюсь, тоже приедет в Южную Осетию. Вам тоже предоставится возможность с ней познакомиться. Она будет, скорее всего, заниматься пиар-проектами, которые в нашем ближайшем будущем тоже будут планы. Информационный портал агентства ведется на 2 языках – русском и осетинском. Планируется вывести работу агентства на более высокий уровень, а в 2018 году будет налажено и радиовещание. Об остальном подробнее рассказал сам Виталий Раднаев. Что касается осетинской версии, в первую очередь я хочу уделить ей внимание, популяризировать осетинскую версию, потому что не очень много осетинов читают на осетинском в данный момент. Мы хотим увеличить просмотр и немножко сделать акцент. Для этого мы, наверное, будем запускать какие-то спецпроекты особенные для определенной группы читателей. С русской версией сайта поработать предстоит, конечно, больше. Но пока изменять мы внешне ничего не будем. Скорее всего, все останется так же на ближайший год. Но улучшится качество написания текстов. Особое внимание мы будем уделять текстам, чтобы тексты становились читабельны и они были гладкими и красивыми. В первую очередь мы хотим, чтобы наш мультимедийный центр стал ядром таким, который бы рождал новости в Южной Осетии. То есть мы будем сами создавать свой контент. Для вас это тоже интересно, я думаю, будет. И это предложение касается всех нас, скорее всего, потому что, вы сами знаете, круг новостей он ограничен. Мы пытаемся еженедельно создавать свой контент в нашем центре. То есть вы будете приходить, и для вас будут готовые новости практически. Еще один секрет приоткрыл новый руководитель. В долгосрочные планы нового руководства входит открыть школу журналистики при Международном информационном агентстве «Спутник». Это позволит с юных лет начать воспитывать квалифицированные кадры для средств массовой информации. Марианна Чочьева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Завершение строительства многоэтажных домов на улице Героев очередники ждут с нетерпением. До конца 2017 года планируется сдать в эксплуатацию около 125 квартир. На сегодняшний день работа практически на завершающем этапе. Проблем со стройматериалами и финансированием нет. В стройке задействован местный контингент. Несколько лет очередники многоквартирных домов по улице Героев ждут, когда же завершится строительство. Но по определенным причинам все затягивалось. Теперь же строительство возобновилось в полном объеме. С середины мая за строительные работы взялась местная организация ООО «СТМЮК». До этого на данном объекте работала другая фирма. Жилой комплекс будет состоять из 2 пятиэтажных корпусов. Один из них 8-секционный, второй 5. До конца 2017 года планируют создать под ключ 8-секционный корпус. Это около 125 квартир. 30 бригад работает, но мы темпы наращиваем, потому что нам надо до конца года это все сдать. Работы ведутся качественно, все в пределах нормы, все по проекту, как и полагается, потому что по-другому нам нельзя сдавать, никто не примет. Поэтому все делаем как у себя дома.
По словам прораба, со строительными материалами и финансированием у них на данный момент проблем не возникает. Ежедневно ведутся работы тоже. Там уже сделан монтаж металлических конструкций, там уже сделан монтаж плит, залиты все бетонные балконы, там какие-то монолитные части. Все это уже сделано. Кровля будет накрыта и кладка, с Божьей помощью все будет сделано. И кладка. В общем, все основные строительные работы будут сделаны. Подошли к логическому концу работы над кровлей и внешними стенами здания. Произведен монтаж коммуникаций, установлены межкомнатные перегородки. Уже перешли к завершающему этапу, ведется внутренняя отделка стен. Все работы последующие, которые надо делать, тоже мы каждый день подключаем. Это, допустим, начали у нас уже плиточники, плитку ложить в ваннах, потом будет линолеум, в общем, квартиры будут облагораживаться, потом будет поклейка обоев. Больше 50% рабочих – это местное население, но по мере необходимости приходится привлекать специалистов и со стороны. Фатима Чочева, Арнольд Харебов, информационный выпуск «Сегодня». Накануне в Схинвале произошел несчастный случай при строительных работах в новом комплексе Югостинского госуниверситета. Со стены сорвались двое рабочих. Пострадавших доставили в Республиканскую соматическую больницу в отделение реанимации. Рабочие из Таджикистана. Они занимались покраской стен на верхних этажах здания вуза, когда оборвался трос подъемного крана, который поднял наверх специальную строительную люльку. Каково состояние пострадавших на сегодняшний день, узнавала Агунда Губозова. Вчера около 18:00 на стройке нового комплекса Югостинского государственного университета произошел несчастный случай. Два строителя сорвались с 9-метровой высоты. Причина падения – обрыв троса. При выполнении фасадных работ оборвался стальной трос автокрана, удерживавший строительную люльку, в котором находились рабочие. В результате падения двое рабочих из Таджикистана получили тяжелые телесные повреждения различной степени тяжести. Один из них находится в отделении травматологии, второй – в реанимации. Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавшего, получившего черепно-мозговую травму, в Республику Северную Осетию, Аланию. Где-то в 18 часов были доставлены двое рабочих со стройки институт. Было падение с высоты. Диагноз такой. У одного закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести, был госпитализирован в реанимацию, где до сих пор и находится. У второго больного компрессионный перелом поясничного позвонка одного. Состояние сейчас на данный момент ближе к удовлетворительному, находится в вашем отделении, лечится. Состояние первого, который находится в реанимации, на данный момент улучшилось. Сейчас решается вопрос о его транспортировке для дальнейшего решения обстоятельств в Северную Осетию. Так как объект планирует сдать в эксплуатацию в этом году, рабочие ведут строительство, не покладая рук, в том числе и в позднее время. Как рассказал нашей съемочной группе прораб Инал Албуров, техника проходит регулярно необходимую проверку. Да и рабочие у них профессионалы своего дела. Инал Албуров выразил уверенность в том, что со стороны руководства строительной фирмы ООО «Мегаполис Т» будет оказана помощь пострадавшим рабочим. Непосредственно этот подъемный кран был на техобслуживании в городе Прохладном. Все неполадки были устранены. Водитель сам тщательно следил за его состоянием, но техника нас все же подвела. Руководство фирмы берет на себя все затраты, оказывает всяческую помощь. Пострадавший, который находится в тяжелом состоянии, будет транспортирован в Бесланскую клинику для получения необходимой медицинской помощи. Пока пострадавший не встанет на ноги, мы будем рядом. Как нас проинформировал начальник отдела Следственного управления Генеральной прокуратуры Магомед Багаев, в настоящее время проводится комплекс необходимых доследственных мероприятий по установлению причин. По предварительным данным, основная версия случившегося – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. По завершении доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Агунда Губозова, Арсен Гасьев, информационный выпуск «Сегодня». Нередко наши граждане сталкиваются с серьезными проблемами, связанными со здоровьем. Зачастую таким больным приходится оказывать медицинскую помощь за пределами республики. А это, как известно, связано с большими денежными затратами. Граждане в первую очередь за помощью обращаются в Министерство здравоохранения. И по направлению, полученному здесь, они направляются в лучшие лечебные заведения Российской Федерации.
13-летняя Диана Ткаченко проходит курс химиотерапии в онкологическом центре имени Блохина в Москве. Воспитанницу школы-интернат города Цхинвал положили в больницу в конце сентября. Еще в августе у нее стали отмечаться приступы головокружения, тошнота. Отмечалось повышение температуры, были боли в животе. После обращения в больницу девочка прошла инфузионную терапию с подозрением на отравление. Клиника приняла больную по гарантийному письму, где мы даем обязательство оплатить и обследование, и лечение этой пациентки. У нас очень теплые отношения с этой клиникой, потому что последние 10 лет мы никогда не нарушали обязательства и пункты договора, которые мы с ними подписали на оказание платных медицинских услуг, когда они нам принимают больных граждан Республики Южная Осетия, у которых нет российского гражданства и они не имеют полиса ВМС. Коим является и Ткаченко Диана Олеговна. К сожалению, в московской клинике подтвердились самые худшие опасения. Диане потребуется дорогостоящее и длительное лечение. После проведенного обследования клиника нам направила этапный эпикриз, где, к великому сожалению, подтвердился диагноз злокачественности этого образования. И врачи этой клиники предполагают провести 2 курса химиотерапии. По взаимодоговоренности с врачами этой клиники Министерство здравоохранения опять-таки дало гарантийное письмо, где мы гарантируем оплату за проведение 1-го курса химиотерапии. Сегодня Диане была проведена первая химиотерапия. Мы связались по телефону с мамой Дианы Мариной Гаглоевой. По ее словам, состояние девочки пока оценивается как тяжелое, но шансы на выздоровление у нее есть. Утром у меня состоялся разговор с координатором по нашим больным, это Юдина Светлана Васильевна, которая подтвердила, что девочка госпитализирована, она находится в отделении проведения химиотерапии и уже сегодня курс химиотерапии начат. Без предварительной оплаты. В принципе, мы с этой клиникой так и работаем, без предварительной оплаты, потому что очень сложно предположить объем той помощи, который необходим тому или иному больному, потому что наши больные не до конца обследованные приезжают в эту клинику. И только полный комплекс обследований дает право врачам делать выводы, в какой объем медицинской помощи необходим тому или иному пациенту. Точно по такой же схеме поступила и находится у них Ткаченко Диана Олеговна. Мы очень надеемся на благополучное проведение 1-го курса химиотерапии. Ожидаем получить такой хороший клинико-лабораторную ремиссию получить. И я очень надеюсь, что и 2-й курс химиотерапии пройдет, и мы добьемся того результата, который ожидаем, и врачи уверены, что они смогут помощь оказать. Болезнь Дианы тяжело восприняли и в родной школе-интернат. Всегда веселая, отзывчивая, здесь на нее возлагаются большие надежды и в учебе, и в спорте. Мы сегодня не можем поверить в то, что произошло. Мы знаем, что Министерство здравоохранения оказало всю необходимую помощь, и в клинике у нее уже не будет никаких проблем. Коллектив школы-интернат по мере своих возможностей поддержал ее. Протянул руку помощи семье девочки и директор Международного расчетного банка Вадим Шадян. Ведь помимо медицинских услуг, матери Дианы надо оплачивать и дорожные расходы, и проживание в Москве. А у семьи нет таких средств. В любом случае и для дальнейшей реабилитации им потребуется немало денег. Диане будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Врачи Московской больницы имени Блохина сделают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Остается только молиться и просить помощи у Бога. И надеяться, что ее звонкий смех опять зазвучит в стенах любимой школы, где ее ждут одноклассники и учителя. Сергей Кочиев, Регина Черткоева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. В республике проходит подписная кампания на первое полугодие 2018 года. Однако, как информировали нашего корреспондента в Югосет Печати, подписка на местные печатные издания идет медленными темпами. С чем это связано, узнавала Алена Уттаева. Продолжается подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2018 года. До конца текущего года можно будет оформить подписку на газеты и журналы в газетных киосках, в здании почты, дома печати или у почтальонов. Начальник агентства «Югосет Печать» Зоя Шавлухова отметила, что подписка на местные печатные издания идет медленными темпами. В основном газеты и журналы выписываются государственными учреждениями.
Подписка осуществляется с 9 до 4 часов. По 6 рублей стоят Южная Осетия и Хурзарин, а при покупке 330 рублей. Подписка на газету «Республика» 192 рубля за полугодие, а при покупке 15 рублей. В основном госучреждения республики выписывают Южную Осетию и журнал «Фидюэк». Подписка на «Фидюэк» стоит всего 90 рублей, поэтому работники госучреждений выписывают этот журнал. Из местной периодики особой популярностью пользуются газеты «Республика» и «Южная Осетия». На единственную осетинскую газету «Хурзарин» мало подписчиков. На газету «Южная Осетия» около 2000 подписчиков. На «Республику» столько же. А вот на «Хурзарин» всего 1400. Читателями местной периодики в основном являются люди старшего возраста. Для более младших поколений интернет вытеснил периодику, которую они также могут читать во всемирной паутине, так как электронную версию сейчас имеют все издания, чем также можно объяснить снижение интереса к печатным изданиям. Помимо местной периодики идет подписка и на североосетинские газеты и журналы, но не забывают также и про российские печатные издания. Из российских изданий чаще всего выписывают «Айболит», «Аргументы и факты» и «Комсомолку». Агентство «Югосетпечать» для читателей всей республики предлагает российские газеты и журналы по 4 подписным каталогам. Агентство «Роспечать», «Пресса России», каталог российской прессы и «Почта России». Многие российские газеты сняли с каталогов, на которых есть спрос со стороны госучреждений и жителей. Выписывают «Здоровье», «Айболит», «Моя прекрасная дача» и издания, связанные со здоровьем. Уверены, каждый найдет для себя что-то интересное и полезное, так что любителям получать информацию добрым известным способом необходимо дойти до агентства «Югосетпечати» или дождаться своего почтальона около своего дома и при этом во главу списка поставить местную периодику. При этом можно в виде сюрприза выписывать любимые издания не только для себя, но также для родных и близких людей. Алена Утаева, Азамат Кудзиев, информационный выпуск «Сегодня». Воспитанники Дворца детского творчества, участники вокально-инструментального ансамбля Алана Плиева и Ирина Сиукаева заняли призовые места на международном творческом фестиваль-конкурсе в городе Сочи. Тему продолжит Стелла Бязрова. Наша республика богата огромными талантами. В очередной раз доказательством этого стала победа юных музыкантов на международном фестивале. В городе Сочи прошел международный творческий фестиваль-конкурс на Творческом Олимпе в конце октября. В нем приняли участие наши соотечественники, воспитанники Дворца детского творчества, участники вокально-инструментального ансамбля под руководством Нудара Пухаева, Лана Плиева и Ирина Сиукаева. Мы поехали на детский конкурс, назывался «Салют талантов» в Сочи. Я заняла 2 место. Я начала заниматься вокалом 5-6 лет где-то назад. Я пришла во Дворец детского творчества и тут попала на кружок эстрадного вокала. Представители многих стран там были. Конечно же, мы волновались. Нас было всего 2. Мы должны были представить нашу республику, наше государство. И все-таки мы, конечно же, волновали, но когда уже вышли на сцену, мы уже не думали о волнении. Мы хотели показать все, на что мы способны, весь наш талант. Да. Юные музыканты заняли 2 места в номинации «Эстрадный вокал». Как сказал руководитель ансамбля, девочки показали себя на сцене очень уверенно. Награждается Плиева Лана. Городская республика Южная Осетия. Номинация «Эстрадный вокал» сольное исполнение старшего возрастная категория. Дипломом лауреата 2-й степени награждается Сиукаева Ирина. Городская республика Южная Осетия. Также хочу сказать огромное спасибо своему наставнику Пухаеву Нудару за то, что он нас повел в Сочи. Также хотим поблагодарить Аляну Константиновну, которая организовала все наше выступление. Он также отметил, что главной целью поездки был обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов между творческими коллективами из разных городов и стран, а также популяризация творчества талантливых детей и подростков из Южной Осетии. Участники фестиваля из самых разных уголков страны демонстрировали свои таланты, отметил Пухаев. Стелла Бязарова, Заурус Стаев, информационный выпуск «Сегодня». Информационный выпуск продолжают новости спорта.
Отличных результатов добились боксеры спортивного комплекса «Олимп» на открытом первенстве города Сочи. В соревнованиях принимали участие боксеры из Краснодарского края, Абхазии и государства Алании. Подопечные тренера Владислава Хасиева и Гамлета Габараева завоевали 10 золотых медалей. Победителями соревнований стали Эндрик Гагиев, Алан Валиев, Роберт Дженикаев, Аслан Бестаев, Ричард Дженикаев, Суслан Алборов, Шута Кутаев, Георгий Кочев, Георгий Плиев и Ян Яралов. Для ребят, для опыта был хороший турнир. Нам с этой целью и поехали. Всю команду отвезли в составе 15 человек. И провели ребята по 2 боя все. Все очень хорошо показали себя. И результат 10 первых мест. И в дальнейшем мы приняли решение, чтобы также вывозить их общей командой, чтобы командный дух поддерживать. Вот так. Сейчас у нас в дальнейшем будем готовиться на Кубок России. У нас Тибилов Тамерлан завоевал путевку. Он будет выступать на Кубке России. И будем готовиться. Впервые в спортивной истории Южной Осетии представительница нашей республики приняла участие в командном чемпионате России по настольному теннису. Ирина Элбакиева играла в составе московской команды «Покровка». Об этом нам сообщил главный тренер государства Алания Мирян Джуев. Команда Элбакиевой заняла 4-е место и получила право выступить в следующей стадии чемпионата России. Ну а далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 2 ноября. В Знаурском районе республики завтра, 2 ноября, ясно. Днем температура воздуха +4, ночью -1. В Тёском районе также ясно. Днем 7 градусов тепла, ночью +3. В городе Квайса ясно. Днем +8, ночью 3 градусов тепла. В Ленингорском районе Южной Осетии ясно. Днем +8, ночью +4. В столице республики в Цхинвале ясная погода. Днем +9, ночью +2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.